Как вы оцениваете экологию в вашем городе Темиртау? Очень плохая экология, дышать нечем. Бывает ночью, они под утро, что ли, выпускают вот этот дым. Вообще дышать нечем, ночью просыпаешься от запаха. А кто виноват в этом? Ну, комбинат, конечно. А почему они не предпринимают никаких действий, чтобы исправить? У них спрашивайте. А народ-то против, правильно? Конечно, да. И что, темиртауцы ничего не могут сделать, чтобы исправить эту ситуацию? Что для этого надо? Всем на митинг выйти, что ли? Ну, я не знаю, это ваш город. Ну, дышать нечем. Ну, они пишут в газетах, что там что-то меняет, но мы этого не ощущаем. До сих пор все плохо? Да, все плохо. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале LifeKZ, меня зовут Ринат Кибраев. Я в городе Темиртау, Карагандинской области. В интернете есть многочисленные публикации, которые нам демонстрируют тяжелую экологическую обстановку в этом городе. А что думают сами жители по поводу экологии в их городе? Давайте узнаем мнение темиртауцев. Экология просто ужасная. Дети все рождаются больные, старики умирают, молодежь вся больная. Только из-за экологии. А кто виноват в такой экологии? Конечно, виноват комбинат, потому что совершенно не занимается экологией, не занимается очисткой, не занимается... Посмотрите, какая идет грязная вода из водопроводов. У вас в водопроводе грязная вода? Совершенно. Я ее чищу через источник. И после даже этой очистки в 5-литровке такой осадок черный. Просто ужас. Вот что-то упало теперь в глаза. Это ужасно. Я читал такую шутку от темиртауцев в интернете, что будто бы воздух здесь можно пощупать. Совершенно верно. Потому что вот сейчас на нас, наверное, тонн 5 окалины валится в сутки. А почему комбинат не предпринимает никаких действий, чтобы улучшить экологию? С чем это связано? Мы вообще-то в Казахстане живем. И у нас правительство казахстанское. И комбинат вообще-то, он ведь казахстанский. Так ведь, наверное, да? А вот хозяева комбината, я не знаю кто. Потому что ни народ, ни правительство, ни жители Темиртау – это рабы. Көріп тұрсың ғой, арам ғой. Тазалық жоқ. Завод, түтін, шаң. Көріп тұрғандай өзің. Сол өзің. На 2. Из скольки баллов-то? Из 5. Почему? Даже из 10, можно сказать. А почему? Потому что все хуже и хуже. Вода какая, что мы пьем. Окна нельзя открыть, на подоконниках слой сажи. Полы, вот я одна живу, каждый день полы мою, вода черная, прям сажа черная. Разве такое когда-нибудь было? Я даже не знаю, где в Казахстане более катастрофическая ситуация. Я тоже не знаю. Кто виноват? Я думаю, что правительство виновато. Наше казахстанское правительство, что собственникам комбината много позволяют, прощают многое. Людей не слушают, забастовки запрещены, люди не могут свое мнение высказать. А народ-то пытается как-то действовать? Пытаются. Ну вот видите, было недавно везде эти забастовки. Всех же видео я смотрела, всех машины, автобусы всех заталкивали. Ничего нельзя сказать. То есть, получается, люди боятся, да? Да, люди боятся. За семьи боятся, что потом куда. За работу боятся также кормить семьи. Поэтому А так люди недовольны здесь, Темиртау, с этой люди ситуацией? недовольны, да. А высказать нет возможности такой. Экология плохо. В чем это выражается? Выражаюсь. Это когда зимой снега черный будет. Черный снег выпадает, Да. а летом? Летом, когда утром плохой запах какой-то. Говорят, именно плохой воздух, да, в Темиртау? Да. А с чем это связано? На заводе говорят. Чьи, Митала? Да. А они предпринимают какие-нибудь действия, чтобы исправить эту ситуацию?
Нет, по-моему, нет. Ну, я считаю, что эта экология всегда такой была. Где стоят заводы, такая экология всегда. Но у нас очистительные стоят, у нас хорошая экология. У нас градообразующее предприятие слишком близко к городу находится. Ну, Следственно, все-таки завод хорошо работает. Я здесь опрашивал до вас людей, они утверждают, что экология в катастрофической ситуации здесь. Это неправда. Совершенно неправда. Это от того, что у нас степь, у нас Казахстан, у нас ветры, а очистительные хорошо работают, и завод у нас очень хорошо работает. И потому что он очень близко. Когда строили завод, это мы еще, наше поколение строило завод, наши дома стояли очень далеко от завода. И поэтому сравнивают, может быть, эту экологию и та, которая была. О, что вы! Какая экология в городе Темиртау? Пахнет заводом, утром встали, пахнет заводом. Это То есть завод виноват в том, что здесь такая... Виноват завод, там кто виноват, но пахнет. А как вы, на ваше, так скажем, субъективное мнение, считаете, почему они не предпринимают никаких действий, чтобы исправить эту ситуацию? Я не знаю, наверное, надо общественности что-то там. Ну, в общем, это, наверное, люди тоже должны влиять на то, чтобы ситуация на заводе была хорошая. Потому что дети растут, они дышат. А сейчас людям, получается, пофиг. Я не знаю, почему они такие инертные. Боятся? Я не знаю. Плохо. Дыма все равно, грязи много. Очень плохо. А хорошо, хотелось хорошо, чтобы было-то. Кто виноват в такой экологии? Люди сами, кто еще виноват? Люди виноваты. А кто еще? Все кидают, мусор убирать надо, они кидают. А воздух? Ну, воздух, сам знаешь, город металлургический. А почему те, кто управляет комбинатом вашим металлургическим, не предпринимают никаких действий, чтобы исправить ситуацию с экологией-то? А вы у них и спрашиваете, извините. Воздух как? Дышать можно? ну, в противогазе можно, конечно. А что нужно сделать, чтобы исправить эту ситуацию? Ну, наверное, поговорить с руководством комбината. А как вы думаете, они идут навстречу, что-то пытаются менять в этом городе? Ну, наверное, что-то пытаются. Я думаю, что они пытаются что-то делать, конечно. Ну вы это замечаете? Их попытки? Ну, как газеты пишут, конечно, попытки у них очень рьяные, в принципе. А своим носом, так скажем. Нос не дышит, болею просто. Вода? Вода какая? Это правда, что у вас грязная вода? У нас? Да. А вы откуда? Вы откуда? Мы с Алматы. Ну, в зависимости, наверное, от части города, может быть. Где-то чисто, а где-то не очень. Я из-под крана имею в виду. Ну, я об этом и говорю, что у нас в зависимости от части города. То есть в какой-то части города у нас чистая вода, а в какой-то нет. А вы сами пьете воду из-под крана без фильтровки? Конечно же, нет. Ужасная экология. Что именно ужасно? Сам воздух. Воду пьете из-под крана? Нет, покупаем. Кто виноват? Трубы. Они пытаются исправить ситуацию? Каким образом? Я не знаю, вам известней. Нет, мне неизвестней. Ну что-то пытаются сделать, чтобы в городе была нормальная экология. Я думаю, что нет. Почему? Ну, не видно. Почему не хотят ничего исправить-то? Ну, это не ко мне. Ну, в последнее время терпимо. Раньше бывало хуже. Я так думаю. Все зависит от ветра. Если с завода он дует, нас экология мучает дым, пыль падает в воздухе. А так, в основном, ветер дует в ту сторону. А руководство, ветров. а руководство завода пытается исправить ситуацию-то? Ну, каждый год, да, поднимается вопрос. Делается что-то. Что делается? Ну, я не знаю, я давно на пенсии уже. Вы пьете воду из-под крана? Нет, я очищенный. А почему вы не пьете напрямую воду из-под крана?
Потому что ну, давно уже полгорода уже, наверное, так не пьет. Она плохая вода. Загрязнена? Да. Сильно загрязнена. И акимат эту ситуацию контролирует. Ну, я не знаю. Мы как-то вот выходим из положения, пьем очищенную воду. А что народ-то так пассивен в этом городе? Не пытается как-то повлиять на руководство заводов, на свою местную исполнительную власть? Ну, а что может сделать акимат? Если в водопроводе такая вода течет, что он может сделать? Ну, экология, ну, сами понимаете, это мировая катастрофа. Здесь, именно в городе А вашем-то. в городе, ну, как оценивать, это вообще караул. В чем именно заключается? Загазованность, весь негатив идет от Кармета. Загазованность, черный снег зимой. Они пытаются, эти предприятия, хоть исправить-то ситуацию? Не знаю. Наверное, пытаются. Как вы здесь живете тогда-то? Ну, вот так выживаем, дышим, стараемся. А как вы считаете, народ может изменить эту ситуацию, если захочет? Нет, не может. Почему? Потому что народ не в силе. Не в силах народ То изменить. есть повлиять на правительство не в силе? Нет. Что здесь? Деньги, власть? Деньги и власть. Хреново. Можно посмотреть на дым, и все сразу становится ясно. Кто виноват? Завод. Они пытаются исправить ситуацию? А я не знаю. Нет, не Они пытаются? На самом деле, постоянно во всех СМИ пишут, что на них в очередной раз накладывают огромные штрафы, которые они якобы должны заплатить, но куда уходят эти деньги? Явно не на экологию, потому что с каждым годом становится все хуже и хуже. На подоконниках элементарно постоянно черная пыль, зимой черный снег, и никуда это не девается, поэтому вряд ли что-то предпринимается со стороны Арселора. Им главное побольше баблишка срубить, а остальное не важно. А сами-то тимиртауцы пытаются что-то делать? А что конкретно должны делать тимиртаусцы? Ну, как-то повлиять на местную исполнительную власть в лице акимата того же самого. Ну, местные активисты, возможно, и пытаются, но мне кажется, современной власти нет дела даже до мнения рядовых граждан. Возможно, в этом виноваты и сами граждане тоже. Есть что У добавить? нас как-то народ влияет на что-то? Ну, кстати, есть Вопрос такой. Ну, это ведь от нас самих зависит, от нашей активности. Да, я смотрю, у нас столицу так и переименовали. Людей Да, много хотя было против. петицию И что? подписывали. Помогло? Нет, ничего не помогло. Так что здесь? Деньги, влияние или страх? Ну, люди, во-первых, у нас очень боятся. Это, во-первых, деньги здесь тоже имеют место быть, потому что, скорее всего, завод, ну, не просто так он денежку на лапу кому-нибудь дает, и все. А, кстати, у меня простой вопрос. А много ли тимиртауцев работает на этом заводе? Ну, Если это градообразующее предприятие, основное, наверное. да, много. Где у То есть, нас получается, ради работы они готовы терпеть подобные экологические условия. А у нас нет выхода. Если не будет завода, город просто умрет. Но завод, в свою очередь, возможно, этим тоже пользуется. Жаман өте жаман. Мен не деймін басқа. Ну кто виноват-то? Ой, енді виноват іздеп отырмайсың ғой, завод-то, конечно. Они хотят что-нибудь исправить ситуацию там? Наверное, А народ почему молчит? білмеймін уже. Вы молчите? Иә. Почему? Неге? Енді барлығы үндемегеннен кейін мен де үндемеймін да. Дұрыс па? И в конце, по традиции, я высказываю свое мнение. Ну, уже давно понятно, что экологическая проблема в Тимиртау приобрела катастрофический характер. Здесь население почти 200 тысяч человек, и они вынуждены страдать из-за того, что заводы, комбинат – это градообразующие предприятия, а значит, люди экономически зависят от этих предприятий. Но спрос должен быть в первую очередь с местной исполнительной власти в лице акимата, с нашего правительства, с тех людей, которые могут повлиять на иностранное руководство этих предприятий. Но они этого не делают. Да, как здесь уже некоторые люди сказали, каждый год налагают штрафы на предприятия. Но разве ситуация становится лучше? Люди вынуждены дышать грязным воздухом. Люди пьют грязную воду из-под крана. Так мне сказали здесь те люди, которые участвовали в опросе. Люди
не имеют права высказать свое мнение, получается, что ли? Здесь есть немногочисленные активисты, которые борются за правду, но я читал в интернете, что их преследуют в судебном порядке правоохранительные органы. В силах изменить ситуацию в Тимиртау только сами тимиртауцы. Только сам народ может повлиять на экологию в городе, чтобы наконец-таки не только это поколение, но и будущие поколения, которые будут здесь жить, они могли дышать чистым воздухом, пить чистую воду, жить в нормальном городе и не бояться, что их просто за негативное мнение о предприятии их уволят. Люди должны осознать, что они обладают правами, что они являются гражданами этой страны. Меня крайне возмущает эта ситуация. 200 тысяч человек знают, как здесь все плохо, но ничего не могут сделать, не хотят сделать. Дорогие друзья, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал те, кто этого еще не сделал, и обязательно пишите свое мнение в комментариях.